дорогие друзья! Я рада приветствовать вас в студии НВК «Саха». И сегодня мы собрались по прекрасному поводу. Это вручение международной стипендии «Знанием победишь». Напомню, что это именная стипендия первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Николаева, которая традиционно вот уже в 21 раз проводится именно в этот день. 13 ноября, в день рождения Михаила Ефимовича. И в этом году она посвящена его 85-летию и столетию ЯССР. Именная стипендия «Знанием победишь» – это признание педагогического мастерства и новаторства, поддержка одаренных, талантливых детей и взрослых. Лауреаты премии – это лучшие обучающиеся, победители всероссийских олимпиад и научно-практических конференций, педагоги, профессионалы, подвижники культуры, науки и образования, вдохновляющие окружающих на познание, научные открытия и творчество. Лауреатов международной стипендии «Знанием победишь» поздравляет глава нашей республики Айсен Сергеевич Николаев. Глубоко уважаемый Михаил Ефимович, уважаемые стипендиаты, учителя и организаторы церемонии, от имени многонационального народа Республики Саха-Якутия и от себя лично, от всей души поздравляю вас, Михаил Ефимович, с эпохальным событием в вашей жизни – 85-летним юбилеем. Ваша масштабная и насыщенная жизнь неразрывно связана с развитием Якутии, всех ее отраслей – образования, здравоохранения, культуры, духовности, а также признанием нашей республики как лидера в развитии человеческого потенциала. Вы по праву являетесь общепризнанным политическим и духовным лидером многонационального народа Республики Саха, а ваш жизненный путь – пример для подражания и образец служения своему народу. Мы безмерно гордимся вами и обещаем высоко держать планку, которую задали всем нам вы. Дорогие стипендиаты, неприходящей ценностью человечества всегда было и останется знание, образование. Сегодня мы подводим итоги конкурса претендентов на именную стипендию первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева «Знанием победишь». Учеба – это большой труд, который требует упорства и целеустремленности. Только храбрые, волевые, сильным характером люди добиваются поставленных задач. В этом году именная стипендия «Знанием победишь» вручается в 21 раз. За эти годы стипендия по праву стала одной из ведущих премий в нашей стране, направленных на поддержку и выявление талантливых детей и высокой оценки деятельности учителей и педагогов. Ежегодно лауреатами премии становятся учащиеся школ республики, достигшие наилучших результатов в науке и технологиях, всероссийских и международных предметных олимпиадах, культуре и искусстве. Премии также награждаются педагоги и ученые, внесшие значительный вклад в образование и всестороннее развитие талантливых и одаренных детей нашей республики. Среди лауреатов именной стипендии мы гордо называем имена ректора Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александра Мажуга, участника команды разработчиков антиковидной вакцины «Спутник Ви» Данила Пупова, лауреата Государственной премии имени Ларионова, кандидата математических наук Петра Сивцева, альтистку Лену Дедюкину, педагога и наставника победителей многочисленных научно-инженерных конкурсов школьников Сергея Деминова и многих других. Сегодня обладатели именной стипендии «Знанием победишь» своими компетенциями, глубокими знаниями, лидерскими и организаторскими способностями продолжают прославлять родную страну, внося своим трудом большой вклад в ее социально-экономическое развитие. В современном мире знания и компетенции служат ключевым фактором успеха. В эпоху цифровой трансформации как никогда нужны новые знания, добытые упорным трудом и стремлением к самосовершенствованию. Знанием можно победить и решить вызовы, стоящие перед современным обществом.
В день своего рождения Михаил Ефимович Николаев продолжает дарить людям радость и счастье, делиться позитивной энергией, вручая именную стипендию «Знанием победишь». В этот знаменательный день позвольте от имени всех якутян искренне поздравить глубоко уважаемого Михаила Ефимовича с юбилейным днем рождения и выразить слова огромной признательности за поддержку школьников, учителей и педагогов, которые своими знаниями, талантами и упорством достигают больших успехов в учебе, педагогической, научной и исследовательской работе. Дорогие друзья, от всей души желаю вам доброго здоровья, счастья и благополучия. Пусть удача и успех непременно сопутствуют вам во всех ваших созидательных начинаниях на благо граждан нашей страны. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев. А я напоминаю, что стипендиатами премии «Знанием победишь» становятся российские и иностранные деятели, внесшие вклад в развитие образования, культуры и искусства нашей республики. И вот уже 21 год именная стипендия «Знанием победишь» находит своих героев среди лучших педагогов и обучающихся. За это время лауреатами стали 68 педагогов и 51 обучающийся из разных регионов России. А 4 года назад премия получила международный статус. Поэтому стипендиатами могут стать не только российские, но и иностранные граждане. Так, в прошлые годы лауреатами стали руководитель образовательных учреждений, советник правительства Гонконга Патрик Хак Чанфлам и преподаватель из Южной Кореи Но Тэ Чол. Но как все начиналось? Давайте перенесемся в 2002 год. Именная стипендия «Знанием победишь» – это признание педагогического мастерства и новаторства, реальная поддержка одаренных и талантливых детей. Лауреаты премии – лучшие обучающиеся, победители всероссийских олимпиад и научно-практических конференций, будущий цвет национальной интеллигенции, кому можно доверить будущее нашей республики. Учителя, профессионалы, подвижники культуры, науки и образования, вдохновляющие юные умы и сердца на познание, научные открытия и творчество. На протяжении 20 лет лауреатами именной стипендии стали 68 педагогов и 51 обучающийся. География обширна, среди награжденных есть преподаватели и научные сотрудники школ и университетов России и азиатских стран. С 2018 года стипендия «Знанием победишь» имеет международный статус с возможностью предоставления стипендии иностранным гражданам. Стипендия «Знанием победишь» присуждается по рекомендации общественной комиссии. Ежегодно Министерством образования и науки Республики Саха-Якутия в рамках торжественной церемонии вручается стипендии первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева «Знанием победишь». Проводятся различные мероприятия, научно-популярные лекции, выставки, мастер-классы, экскурсии. Традиционно проводятся лекции стипендиатов текущего года по актуальным научным темам. Одновременно организуются выставки. А сейчас я передаю слово первому заместителю министра образования и науки нашей республики Михаилу Присяжному. Михаил Юрьевич, добрый день. Вам слово. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги, любимые земляки, где бы вы ни находились в данную минуту, секунду на нашей планете Земля. Сейчас все наши эмоции, чувства, наши пожелания, наша любовь, они как вот единая нейронная сеть, они сосредоточены на одном человеке, на одной личности, это на нашем Михаиле Ефимовиче. Уважаемый Михаил Ефимович, сегодня с самого утра вся Якутия, Россия, мир проснулись с тем, что мы знаем, что у вас сегодня юбилейный день рождения. Я состою в очень многих рабочих группах, так сейчас это принято, да, в современном управлении. В 6:28 утра сегодня группа работников системы среднего профессионального образования проснулась с этой мыслью и поздравила и нас самих, и вас поздравила с днем рождения. В 6:40 утра общее образование.
И сейчас я вот имею возможность и от себя лично, и от имени всех работников системы дошкольного образования, школьного образования, дополнительного образования, вузов республики и федеральных вузов, с многими из которыми вы устанавливали в свое время связи, и они продолжают работать. Наши академические учреждения, научные учреждения, мы все присоединяемся к самым теплым словам в ваш адрес. Поздравляем вас с днем рождения. И как было сказано в поздравлении Илдархана сейчас, Айсен Сергеевича, мы готовы с вами делиться нашими добрыми помыслами и мыслями, что мы делаем сейчас. Конечно, вручение премии сейчас пробежит очень быстро. К этому люди шли долго, но сам выбор шел долго. Работала общественная группа, представители. Но вот на следующей неделе, 18 ноября, у нас будет памятная встреча, связанная со встречей с именными стипендиатами. Это госстипендия, которая вами была учреждена в 1993-1994 учебном году, и 5 лет назад она стала носить имя именной стипендии Михаила Ефимовича Николаева. Очередной раз мы будем встречаться и также поздравлять ребят, которые обучаются в лучших вузах страны. Мы сохранили и развиваем систему целевой подготовки. И с 1 ноября по 2 декабря идет месячник «Ни дня без науки», по итогам которого 1 и 2 декабря здесь, в Якутске, состоится финал 16-й конференции, научно-социальной конференции «Шаг в будущую профессию для студентов колледжей и техникумов Республики Саха-Якутия». В этом году конференция посвящена вам, Михаил Ефимович. С праздником от себя лично, от всех нас. Надеемся, что мы еще очень-очень многое сделаем, и ваше имя будет помогать новым и новым поколениям юных жителей Республики Саха-Якутия. Спасибо большое. Спасибо, Михаил Юрьевич. А сейчас я с удовольствием хочу пригласить к нашему микрофону Никиту Соломонова, члена общественной комиссии стипендии «Знанием победишь», члена Российской академии наук, академика, доктора биологических наук. Никита Гаврилович, здравствуйте, очень рада вас видеть в нашей студии. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, дорогие друзья. Так как прямой эфир, я могу обратиться напрямую к Михаилу Ефимовичу. Здравствуйте. Желаю вам всего наилучшего. Я хотел бы несколько слов сказать о нашей с вами совместной работе, и которая продолжается уже многие десятилетия. Прежде всего, я поздравляю наших сегодняшних лауреатов также. И мне очень приятно, что одна из лауреатов педагогов, Алена Сыромятникова, как раз является участником наших экспедиций по Томпо. Вот. Я должен сказать, что это движение «Шаг в будущее», движение молодежи в науку, оно продолжается благодаря вашей поддержке и вашей инициативе. Я думаю, та премия, которую вы учредили, она является, действительно очень престижной. Вот. Я даже подумал, что, может быть, мне и самому скоро подать на эту премию. Вот. Я хотел бы вспомнить о том, как мы с вами начинали. Это прежде всего система особо охраняемых территорий, по поводу которых мы имели многочисленные беседы до того времени, пока вы еще были в Совете Министров, когда опекали науку охраны природы. И тогда, когда вы были, конечно, естественно, министром, секретарем обкома, мы по этому поводу много общались. И самое интересное, удивительное даже, то, что при вашей поддержке, при поддержке международного сообщества, труды
по охране природы, по системе особо охраняемых территорий, одновременно вышли на русском, английском языках и больше даже на английском языке, начиная от Америки, кончая Вангавором. И я желаю дальнейших успехов в этом деле. Но я хотел бы сейчас обратить внимание на наше общее обращение общественности Хангаласского вуза в отношении, так сказать, новой вашей инициативы. Она очень перспективна. Речь идет о том, что вы снова поднимаете такой вопрос, который, у нас как-то мало двигалось. Это перейти от отдельной помощи меценатства. Меценатство, чтобы наши ученые, так же как в 90-х годах стали поддерживать движение «Шаг в будущее», чтобы они поддержали именно меценатство. Но я имею в виду, что это очень интересное явление, и сам я действительно превратился больше, наверное, мецената, потому что под моей опекой, меценатством находятся все школы Хангаласского вуза, начиная от Актемской, кончая Каталжуринской. Я думаю, что это движение очень перспективное, и вот ваше предложение о том, чтобы перейти от обычной помощи массовому меценатству, это является ключевым вопросом в настоящее время. Огромное спасибо, Никита Гаврилович. Огромное спасибо. Ну а сейчас у нас на связи стипендиат этой премии 2013 года, доктор химических наук, депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Мажуга. Глубоко уважаемый Михаил Ефимович, уважаемые стипендиаты, учителя, организаторы церемонии, я рад приветствовать вас всех на торжественной церемонии вручения именной стипендии первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. В этот день от всей души поздравляю вас, Михаил Ефимович, со знаменательным событием – 85-летием со дня вашего рождения. Хочу пожелать вам, Михаил Ефимович, крепкого здоровья, бодрости духа, претворения в жизнь всех ваших добрых планов, благополучия вам и вашим близким. Михаил Ефимович, я обладатель именной стипендии 2013 года. Большая честь и большая ответственность, и я очень горд нести это звание. 17 лет назад я впервые приехал в Якутию, работал в тесном сотрудничестве с одаренными детьми республики, в тесном контакте с форумом «Ленский край», который столько делает для своевременного поиска и поддержки одаренных ребят из Якутии. Многие якутские школьники стали студентами ведущих вузов Московского государственного университета, Российского химико-технологического университета. Я благодарен замечательному коллективу учителей форума, кафедре химии под руководством Марины Дмитриевны Соколовой. В этот знаменательный день я хочу сказать новоиспеченным стипендиатам, что получение именной стипендии первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева – это престижно, значимо, это очень почетно. И я уверен, что вы все будете достойно нести это звание. Ведь этот символ развития республики, устремленное в светлое будущее с накопленными знаниями. Уверен, что именная стипендия «Знанием победишь» станет одной из точек развития вашей жизни, поможет вам найти свой путь к успеху в учебе, в работе, в жизни, во всех добрых делах. Итак, в этом году поступило 73 заявки, 47 от школьников, 4 заявки от студентов и 22 от педагогических работников. Учредителю стипендии был представлен список кандидатов по отбору претендентов на стипендию, и 7 ноября Михаил Ефимович Николаев утвердил список стипендиатов этого года, который мы огласим буквально через минуту. Наберемся терпения и отвлечемся на музыкальную паузу. Композицию «Музыкальные игрушки» исполняет Павел Куприянов, обладатель именной стипендии «Знанием победишь» 2020 года.
Спасибо, Павел. А мы напоминаем, что международная премия «Знанием победишь» – это именная стипендия первого президента нашей республики Михаила Николаева, которая традиционно вот уже в 21 раз проводится именно в этот день, 13 ноября, в день рождения Михаила Ефимовича. С приветственным и поздравительным словом в нашей студии председатель общественной комиссии премии «Знанием победишь» Афанасий Ноев. Афанасий Иванович, здравствуйте. Очень рада вас видеть в нашей студии. Добрый день, дорогие друзья. Үтө күннән күндө сақабыт сирен олықтақтыра. Бүгін беге бары үтіктір, бастыр, бастакы президент Михаил Ефимович Николаев өрігөйдәк. Ағуын 5 сағын толар күннән беге үтік кейбетін итетік істенлік. Бұл біліннен көйен общественная комиссия, онна тәрияр қамығия, онна өрсылларға бұл стипендияны ұлбыт учуталылар, оғылар аттырыттан үтік кейбетін итетік істенлік ағаддалилбін көңілі. Онна Михаил Ефимовичка здоровьяны 10 сыллақ олығы бағарабын. Дорогие друзья, уважаемые жители республики, сегодня вся республика отмечает 85-летие нашего первого президента. Разрешите от имени Организационного комитета, от имени общественной комиссии и всех стипендиатов стипендии первого президента «Знанием победишь» поздравить нашего глубоко уважаемого Михаила Ефимовича с днем рождения, пожелать счастья, добра и здоровья. Спасибо, Афанасий Иванович. Итак, в этом году премии удостоено 5, 3 ученика и 2 преподавателя. Давайте познакомимся с ними поближе. Другин Вальдемар Владимирович, ученик 10 класса Международной арктической школы Республики Саха, Якутия. Призер Республиканской олимпиады по русскому языку, посвященной памяти отличника народного просвещения РСФСР Анны Петровны Васильевой. Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии. Победитель открытой межвузовской олимпиады школьников Сибирского федерального округа «Будущее Сибири» по химии. Призер Всесибирской открытой олимпиады школьников по химии. Призер Международной олимпиады школьников Туймада имени Михаила Андреевича Алексеева по химии. И Вальдемар у нас сейчас в студии. Вальдемар, здравствуйте. Поздравляем вас с получением стипендии. Пожалуйста, к нашему микрофону. Так, Афанасий Иванович вручает премию «Знанием победишь». Скажите, Вальдемар, что дает вам получение этой премии? Микрофон, пожалуйста, говорите. Это дает мне стимул дальше учиться и побеждать в олимпиадах. Что ж, огромное спасибо вам за то, что вы такой молодец, такой умный, участвуете в таких вот мероприятиях. Мы вас еще раз поздравляем с получением премии. А мы продолжаем знакомиться с нашими стипендиатами. Ноев Дуалан Дмитриевич, ученик 11 класса Чурапчинской гимназии имени Степана Кузьмича Макарова, дипломант Республиканской научно-практической конференции «Науки юноши питают», дипломант Республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущее», призер регионального этапа Всероссийского конкурса «Большие вызовы», призер Всероссийской научной конференции учащихся имени Николая Ивановича Лобачевского, дипломант Всероссийского фестиваля творческих инициатив «Леонардо», дипломант Международного форума лучших молодых умов планеты «Молодежь мира. Вызовом современности. Шаг в будущее», член-корреспондент и действительный член Малой академии наук Республики Саха, Якутия, обладатель гранта Малой академии наук Республики Саха, Якутия и целевого фонда будущих поколений. А мы приглашаем второго стипендиата премии в нашу студию, к нашему микрофону. Долан, здравствуйте, пожалуйста, подходите к нам. И мы вас поздравляем с получением стипендии. Долан,
Долан, мы знаем, вы учитесь в 11 классе, вы наверняка уже определились с будущей специальностью, с будущим вузом. Я бы хотел поступить в медицинский институт в городе Якутск, СВФУ. И, уважаемый Михаил Ефимович, поздравляю вас с юбилеем. Желаю вам здоровья, счастья и всего наилучшего. Я очень рад, что удостоен такой премии, именной премии. И для меня это очень важно и дает стимул к будущему развиваться. Спасибо вам большое. Спасибо, Долан. Еще раз примите наши поздравления. Я предлагаю продолжить наше знакомство с стипендиатами. Туркибаева Айсулу Женишбековна, ученица 8 класса Высшей школы музыки Республики Саха-Якутия имени Василия Афанасьевича Босикова. Обладатель гран-при республиканского открытого конкурса молодых исполнителей «Новые имена Якутии». Лауреат первой премии 16-го Всероссийского конкурса исполнительского мастерства «Таланты Евразии». Лауреат первой премии первого и второго международного открытого конкурса молодых исполнителей «Розовая чайка». Лауреат первой премии 9-го международного конкурса искусств «Время музыки». К сожалению, Айсулу не смогла к нам подойти лично в студию. Она сейчас занята в Москве юбилейными мероприятиями, посвященными столетию ЯССР. И поэтому премию мы вручаем ее маме Екатерине Туркибаевой. Екатерина, здравствуйте, пожалуйста. Подходите к нашему микрофону. Здравствуйте, уважаемый Михаил Ефимович. Поздравляю вас с юбилеем, желаю вам крепкого здоровья, благополучия и долголетия. Также хочу выразить благодарность за ваш вклад в развитие нашей республики и молодого поколения. Выражаю также большое спасибо нашему руководителю Ларисе Никентьевне Габышевой, руководителю виртуозов ансамбля государственного виртуозов Якутии Станиславу Максимовичу Афанасенко и всему коллективу Высшей школы музыки. Спасибо, Екатерина. И передайте наши поздравления вашей дочери Айсулу. А мы сейчас слушаем музыкальный номер в исполнении Айсулу.
мы уже ранее говорили, что стипендиатами международной премии «Знанием победишь» становятся не только школьники, но и педагоги. И в список педагогов, отмеченной именной премией Михаила Николаева, вошла Алена Николаевна Сыромятникова, учитель Кресхальджарской средней школы Тампонского улуса. Алена Николаевна, здравствуйте! Очень рада вас видеть в нашей студии. Пожалуйста, подойдите к нам к микрофону. И мы поздравляем вас с получением премии. Огромную благодарность первому президенту Республики Саха-Якутия Михаилу Ефимовичу Николаеву за высокую оценку моего труда. Быть в числе награжденных именной стипендией «Знанием победишь» – большая честь, поскольку выбирали лучших из лучших. Искренне благодарю тех, кто шел со мной на пути к этой награде, научных руководителей, администрацию Тампонского района, управление образования, администрацию Наслега, администрацию школы, коллектив, родителей и учеников села Кресхальджай. Благодарю организаторов данного мероприятия за такое торжество и поздравляю лауреатов стипендии «Знанием победишь» и желаю вам новых открытий и познаний. Уважаемый Михаил Ефимович, поздравляю вас с юбилеем. И от всего нашего коллектива, от учащихся Кресхальджайской школы имени Героя Советского Союза Федора Матвеевича Хлопкова мы дарим вам с юбилеем памятную книгу. Сыромятникова Алена Николаевна, учитель биологии Кресхальджайской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Федора Матвеевича Охлопкова, муниципального района Тампонский район. Стипендиат Национального фонда Бар-горы при президенте Республики Саха-Якутия. Победитель конкурса лучших педагогических работников образовательных учреждений дошкольного, общего, среднего, профессионального и дополнительного образования детей Республики Саха-Якутия. Призер Международного фестиваля педагогического мастерства «Делюсь опытом». Призер Всероссийской научно-практической конференции «Человек и мир». Участник Международной научно-практической конференции «Создание среды саморазвития личности. Вызовы и тенденции». Обладатель нагрудного знака «Надежда Якутии» Республики Саха-Якутия и за вклад в развитие научно-исследовательской деятельности обучающихся Республики Саха-Якутия. А сейчас давайте познакомимся с еще одним стипендиатом. Николай Николаевич Идукин, концертмейстер молодежной оперной программы Большого театра России. Выпускник Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Высшая школа музыки Республики Саха-Якутия имени Василия Афанасьевича Босикова. Стажер Казанской государственной консерватории имени Назиб Гаязович Жиганова. Дипломант Всероссийского конкурса концертмейстеров. Лауреат международных конкурсов исполнителей. Лауреат премии президента Российской Федерации по поддержке талантливой молодежи. Дипломант международного конкурса «Созвездие талантов» среди особо одаренной молодежи. Дипломант Сибирского конкурса юных композиторов. Николай живет в Москве и работает в Большом театре России. Поэтому премию сегодня за него получает его мама Галина Едукина и папа Николай Едукин. Добрый день, Галина Егоровна, Николай Дмитриевич. Очень рады вас видеть в нашей студии. И мы вас поздравляем. Добрый день, Якутия, добрый день, Аллаиха. 19 лет назад наш маленький мальчик переступил порог Высшей школы музыки. И, конечно, сегодняшний успех нашего сына – это огромное счастье для нас, родителей. Уважаемый
Михаил Ефимович, от всей души поздравляем вас с днем рождения, с юбилеем. И очень благодарны, что вы поддерживаете таких одаренных, талантливых детей из далеких улусов нашей республики. Спасибо вам. Спасибо, Галина Егоровна, спасибо, Николай Дмитриевич. Передайте, пожалуйста, наши поздравления вашему сыну Николаю. А прямо сейчас Николай у нас на связи с поздравительным словом. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемый Михаил Ефимович. Меня зовут Николай Едукин, и я хотел бы от всей души поздравить вас с прекрасным юбилеем. И хочу вам пожелать крепкого здоровья, процветания и долгих лет жизни, семейного благополучия и всего самого наилучшего. И, пользуясь случаем, я бы хотел немного сказать о себе. Я являюсь выпускником Высшей школы музыки. После этого я учился в Казанской консерватории. Там закончил специалитет и ассистентуру, стажировку по классу фортепиано. И в этом году я прошел отбор в молодежную оперную программу Большого театра России, чьим работником я сейчас являюсь. И я хотел бы от всей души поблагодарить вас за то, что я оказался в числе лауреатов именной стипендии в честь вашего имени. Это для меня большая честь, и я постараюсь и дальше вкладывать все свои силы и, насколько это возможно, внести свой вклад в музыкальное развитие нашей прекрасной республики. От имени общественной комиссии разрешите поздравить лауреата именной стипендии первого президента «Знанием победишь» и пожелать им удачи, успехов. И мы хотели бы поблагодарить национальную вещательную компанию «Саха», компанию «Алроса», Фонд будущих поколений, нашу Малую академию наук, Министерство образования, Министерство культуры за организацию вручения именной стипендии «Знанием победишь». А сейчас слово передается первому президенту Якутии, основателю международной стипендии «Знанием победишь» Михаилу Николаеву. Дорогие наши учителя, учащиеся школ республики, сегодня мы очередной раз подводим итоги и награждаем стипендии первого президента республики за 2022 год, юбилейный для нашей республики год. Конечно, достижения в области образования нашей республики с каждым годом все больше, лучше и становится нужнее для развития республики, для наших родителей и нашей общественности. Мы всегда восхищаемся и по достоинству оцениваем ребят и наших учителей, которые удивляют, накапливая знания, будьте учащимся школ республики, своими знаниями, и в будущем станете вы хорошими, нужными специалистами
для дальнейшего развития. Республика бурно развивается, она практически становится локомотивом развития всего федерального округа Российской Федерации, а это самый большой по территории федеральный округ, и по работающему и по валовому производству национальных богатств с каждым годом все лучше и лучше, все больше и больше. И поэтому не случайно вот мы уже конкурируем передовыми областями, краями Российской Федерации. Безусловно, знания, сегодняшние знания нужны как никогда. Почему? Потому что республика сама развивается за счет знания, за счет науки, за счет учителей, которые готовят эти кадры. А наше учительство богато большими традициями в области обучения детей и, главным образом, воспитания. Воспитание людей, учащихся, любящих свою республику, нужное для республики и развивающее республику. Дорогие ребята, я еще раз вас поздравляю этим замечательным днем, который 30 лет тому назад установил я, будучи президентом республики. Это звание, стипендия первого президента республики. И авторы этой стипендии сегодня исполняется 85 лет. Я желаю вам всем, прежде всего, здоровья, растите нужными людьми, чтобы вами гордилась вся республика, прежде всего ваши учителя и ваши родители. Учительству республики я желаю здоровья, не болейте. Вот эта коварная болезнь, которая мучила всех нас, пусть уходит в прошлое. Мы, засучив рукава, еще раз проанализировав все прошлое и настоящее, надеясь, ориентируясь на будущее, возьмемся за воспитание достойной смены. Именно сегодня, именно завтра они очень нужны для нашей республики. Только знания, только наука, только новые технологии, только креативная личность нам поможет подняться еще быстрее, выше и достигать те рубежи, которые мы перед собой поставили. А эти задачи очень грандиозные, заманчивые, масштабные. И мы, во что бы то ни стало, должны быть лидерами в Дальневосточном федеральном округе. И не замыкаясь федеральным округом, мы должны выйти в российские просторы. И Якутией гордилась вся Россия. Это в наших руках. Это дело нашего ума, наших возможностей и наших дерзновенных мечтаний и стремлений. Спасибо, я искренне поздравляю всех награжденных получением звания стипендиата «Знанием победишь». Спасибо. Спасибо, Михаил Ефимович. Друзья, мы живем в уникальной республике. Якутия – это огромная и в то же время крохотная часть нашего общего дома, планеты Земля. Ее хрупкая арктическая природа делает ее невероятно ранимой и в то же время прекрасной.
И наша задача – сохранить ее для человечества в том первозданном виде, которую донесли ее до нас наши предки. А для этого нужны глубочайшие знания, добытые наукой. Ведь только образование воспитывает характер и определяет судьбу человека. На этом наша торжественная премия, торжественная церемония вручения международной стипендии «Знанием победишь» завершена. Мы еще раз поздравляем всех лауреатов, желаем дальнейшей плодотворной работы. И в завершение предлагаю насладиться музыкальным номером Любови Поповой, студентки первого курса Высшей школы музыки, преподаватель Елена Дедюкина, стипендиат премии «Знанием победишь» 2013 года. Thank you.